Скарч, есть у вас вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы отметили то, что именно время работы ранее засчитывался период, например, министерства, государственных комитетов, да, вот именно в Кыргызской республике именно с 91 года по 99 год вы отмечаете то, что именно как бы в самом положении Да. отметили, то, что вы его здесь указали этот период, потому что закон тогда не был. Да, Верно? не было урегулировано Не было законом. урегулировано. Да. Вот. Мгм. А в данном случае же тоже, вот, который мы сейчас оспариваем пункт, трудовая деятельность, тоже не было урегулировано на тот момент, не было. А вы говорите то, что именно в этом случае Нет, регулируется именно только с 7-го. Нет, вопрос, видите, я же говорю, она не была урегулирована даже в законе 99, период 2016. Но в этом законе было определение. Государственная служба – это период работы, когда лицо занимает на постоянной основе. Видите, вот это именно определение создало вот это различие. Соответственно, мы не можем сейчас, президент не может сейчас вернуться и сказать, нет, надо вот так рассчитывать. Это просто он исполнил закон. Если правоотношения регулируются законом, соответствующим по процедуре принятым, соответственно, президент не может вмешиваться в этот период. Возможно, поэтому, да, связано. А до 99 года, с момента приобретения независимости, она регулировалась различными актами государственных органов, трудовым правом. И, соответственно, этот период был включен в стаж. А именно, когда уже именно вступил в силу закона о государственной службе, и который просуществовал 17 лет, этот период он не мог быть включен как период, за который можно засчитать стаж и выплачивать процентные надбавки. А в части того, что вы ссылаетесь на приказы, что да, действительно, ему, возможно, производили доплаты, но это пусть таможня ответит. Спасибо. Еще вопросы у вас? Нет, Уважаемый судья, есть вопросы? Да, пожалуйста. Вы ссылаетесь на законы 99-го года, 2004-го, 2016 года, законы о государственной гражданской службе, да? И в частности на определение, что есть государственные служащие. Да? Ну, я вот скажу, в 2004 году определено, что государственный служащий это гражданин, который осуществляет государственную должность и осуществляет на постоянной основе за денежное вознаграждение. В 2016 году такая же формулировка государственный служащий, занимающий административную должность государственных органов, осуществляющий на постоянной основе. И в 2021 году тоже такое же определение, что на постоянной основе за вознаграждение из средств республиканского бюджета. То есть, в принципе, определение государственного служащего в течение с 2099 года по 2021 год. Я согласен, Да, но в законе в 2016 году просто ввели норму, которая именно уравнивает их права. Уравнивать. Только этот момент, скорее всего, нужно будет отмечать, потому что, в принципе, если мы будем определяться, что государственный служащий это на постоянной основе служащий, да, этот гражданин Кыргызской республики, то если мы хронологию посмотрим, то определение идентичное. Нет, да, я согласен здесь с вами Да. полностью, потому что именно лица, которые занимают на временной постоянно, были уравнены на законодательном уровне в правах, да, в 2016. Еще вопросы? Как некое и как исключение, дополнение, да? Да, спасибо. Я учту. Еще вопросы? Присаживайтесь.